Доброе утро! Телеканал Якутия-24 НВК Саха приветствует всех наших любимых утренних телезрителей. Это «Утро Якутии», и с вами я, Дарья Анкехова. Сегодня мы поговорим на очень интересные и актуальные темы с нашими гостями. Также обязательно передадим слово нашим коллегам из новостного отдела. У нас обязательно будут наши постоянные рубрики, которые, мне кажется, всегда полезны и актуальны. И также, конечно, мы расскажем вам про такие добрые новости, которые произошли за последний период. Оставайтесь с нами, просыпаемся. Если вдруг вы хотите быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который вы видите прямо сейчас на своем экране. Отсканируйте QR-код и добро пожаловать в нашу команду. Ну и, как всегда, мы начнем с такой очень полезной и доброй новости. День собирания звезд отмечается ежегодно 7 августа. Многие из нас с детства помнят, как мы ждали падающую звезду, чтобы загадать желание. Так из детского суеверия и особенностей природных явлений родился один из самых романтических праздников. Каждый год в августе масштабный звездопад происходит именно в этот период. И этому есть логическое объяснение. Это связано с тем, что на последний месяц лета приходится пик активности самого крупного метеоритного потока Персеиды. Ежегодно Земля сближается с периодической кометой Свифта-Тутля, в то время как она приближается к Земле раз в 133 года. Метеориты и частицы пыли, отдалившиеся от хвоста кометы, сгорают в атмосфере Земли, оставляя красивый дугообразный след, который и является собой звездопад. Именно сейчас метеоритный поток особенно яркий, поэтому все желающие могут выбрать открытое пространство, подняться, например, на крышу, выехать на речку или просто за город и дождаться, а потом уже и наслаждаться потоком падающих звезд. Не забудьте загадать свое желание. Звездопад звездопадом, ну а какая погода у нас сегодня за окном, узнаем прямо сейчас. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 10 градусов. В Заречной группе 7 градусов выше 0. В южных 7-10 со знаком плюс. В Вилюйской группе 8-10, в Нижнеленских до плюс 14, в западных 9-13 выше 0. В Колымандигирской группе Улусов до плюс 12, в Янских 11-13, на северо-западе 8-13 со знаком плюс. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 13 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ожидается до плюс 22 градусов. Ну а теперь передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Предлагаем блок новостей. С 12 августа авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы по маршруту Якутск-Хабаровск-Якутск. Полеты будут выполнять на воздушном судне «Сухой Суперджет-100» один раз в неделю, по понедельникам. Время вылета из аэропорта Якутск в 22:55. Напомним, совместная работа с авиакомпанией «Россия» впервые началась в 2022 году. В 2023-м парк авиакомпании пополнил самолет «Сухой Суперджет-100», который назвали «Якутск» в честь столетия образования Якутской ССР. Должностные лица Минэкологии провели более 3000 патрулирований по предупреждению лесных пожаров. Выявлено 130 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Также вынесено 9 административных штрафов на сумму 1 260 000 рублей, а также порядка 90 предупреждений. Кроме того, выявлено 14 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров. 3 в Намском районе, по 2 человека в Амгинском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском и Нерубинском районах, по 1 в Нерюнгринском, Вилюйском районах и в Якутске. У местных сельхозпроизводителей созрел первый урожай. На прилавках появились якутские овощи, арбузы, дыни, кукуруза и клубника. Цены по сравнению с прошлым годом повысились, так как подорожали уголь и дрова, которыми отапливают теплицы, вода для полива рассады и электричество, что отразилось и на ценах на местные фрукты и овощи. Так, цена на местные помидоры начинается от 250 рублей за килограмм, огурцы от 100 рублей. Килограмм молодого картофеля можно купить за 200 рублей.
Мы топим теплицы с февраля месяца дровами, углем, покупаем воду, поливаем рассаду. Естественно, все подорожало, и у нас, естественно, овощи тоже подорожали. А в этом году лето очень прохладное. Буквально несколько дней было очень жарко и вот прохладно, как будто прям глубокая осень. Такая погода. Были даже заморозки. Продукции не очень много. Это начало. Мы надеемся на осеннюю продукцию. Это как картошка, капуста. В Якутии выписали из роддома первую в этом году тройню. Молодые родители Анастасия и Владислав Степановы впервые стали мамой и папой. 2 мая на свет появились 3 девочки. Вес 2 малышек 1600 и одной 760 граммов. Весь этот период малышки находились под наблюдением в реанимации для недоношенных детей. Они родились на 28-й неделе беременности. На торжественной выписке девочкам исполнилось 3 месяца и 3 дня. Их вес уже превышал 3 килограмма. Родителям вручили удостоверение многодетной семьи, единовременную выплату при рождении первого ребенка и целевой капитал «Дети столетия» на 3 детей. Мы, конечно же, узнали на УЗИ, были немножко удивлены, да, вот. Ну, нам было не сразу понятно, потому что было 2 плодных яйца, а не 3, поэтому подумали сперва, что двойня, а потом уже выяснилось, что тройня. Я чувствовала себя, в принципе, нормально, и, получается, у меня же были преждевременные роды из-за преэклампсии, это, получается, из-за давления, и, получается, из-за того, что у меня повышается давление, у детей нехватка кислорода начинается, из-за этого роды разрешили на 28-й неделю. Сначала не верил, как Настя рассказала. Но все удивлялись. Тоже не верили сначала. А мы продолжаем наш утренний эфир. Многие пенсионеры задаются вопросом, как получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Подробно, как это сделать, нам расскажет Валентина Петрова, ведущий юрисконсульт Центра «Мои документы». Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте поэтапно для начала. Да? Как и где можно получить компенсацию проезда неработающим пенсионерам? Компенсацию проезда предоставляется неработающим пенсионерам, которые получают страховую пенсию по инвалидности либо страховую пенсию по старости, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Компенсация проезда предоставляется в виде специального талона, либо компенсация фактически произведенных расходов от места жительства к месту отдыха и обратно. Указанную услугу предоставляет отделение Социального фонда Российской Федерации. За услугой можно обратиться в офисы через офисы Центра «Мои документы», либо напрямую в отделение Социального фонда России. Угу. То есть «Мои документы» в этом случае выступают как посредники, да? То есть между социальной защитой и непосредственно пенсионером. Да. Угу. Ну, конечно, проще подойти к вам, да, с определенным пакетом документов. Вот что нужно взять с собой? Для компенсации проезда потребуется паспорт, номер СНИЛС для заполнения заявления. В случае, если обращаются за компенсацией фактически произведенных расходов, также потребуются документы, которые подтверждают фактически произведенные расходы. Угу. Сразу возникает вопрос, а на каких видах транспорта можно передвигаться пенсионерам, чтобы позже получить вот эту ту самую заветную компенсацию, да? Все виды транспорта туда включены? Компенсация проезда предоставляется при использовании следующих транспортов. Это у нас железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, морской транспорт, внутренний водный транспорт, автомобильный транспорт и личный транспорт. Угу. А установлены ли какие-то сроки, то есть периодичность получения подобной компенсации, либо можно это делать в течение года несколько раз, может быть, только раз в 2 года или раз в 1 год? Компенсация проезда предоставляется 1 раз в 2 года, то есть указанный срок исчисляется с 1 января после подачи ранее поданного обращения. То есть, например, пенсионер получил компенсацию в мае 2024 года, то за следующей компенсацией он может обратиться уже в январе 2026 года. Угу. А можно ли получить компенсацию в случае, если ты решил посетить страну, которая находится за границей России? Да, в случае, если место отдыха находится за пределами территории Российской Федерации, то в данном случае компенсация будет рассчитываться
до ближайшего места пересечения государственной границы Российской Федерации. И для этого потребуется также заграничный паспорт с отметкой пограничного органа о месте пересечения государственной границы Российской Федерации. И также документ, который выдается транспортной организации, которая осуществляла перевозку о стоимости проезда к месту отдыха. Ну, то есть, в принципе, понятно, да, вся система, значит, поехал в отпуск, сохрани все чеки, сохрани все билеты, и затем приди в МФЦ, и тебе там помогут собрать полный пакет документов, верно? Да, верно. А как записаться к вам на прием? Записаться на прием в офисе Центра «Мои документы» можно через наш официальный сайт mfcsaha.ru по телефону регионального центра телефонного обслуживания 8 800 100 ровно 22 16. Можно через интеллектуального помощника Татьяна, который находится на сайте МФЦ, и через ВКонтакте. Ну, то есть очень много вариантов. Было бы желание, самое главное, да? А есть ли у нас сроки по ограничению подачи заявки? Ну, допустим, съездила, но вот год не могла дойти до МФЦ, к примеру, да? В течение там какого времени я обязана сдать? Такого ограничения нет. Ограничения нет. То есть в течение вот следующих 2 лет, пока я еще не поехала заново, я могу подать, да, это заявление? Да. Все, спасибо большое, Валентина, за полезную информацию. Я думаю, многие пенсионеры сегодня воспользуются этой возможностью. Может быть, кто-то даже и не знал о ней. Ну а те, кто уже съездили в отпуск, получат небольшую сумму обратно. Да, спасибо вам. Спасибо вам большое. Физическая активность и ЗОЖ стали неотъемлемой составляющей жизни современного человека. С каждым днем все больше людей присоединяется к числу фанатов фитнеса и правильного питания. Отказывается от вредных привычек, понимая важность заботы о своем теле. Однако нередко одному из ключевых аспектов тренировок, такой как растяжка, уделяют минимум времени или же ее просто игнорируют. Сегодня уделим внимание растяжке ног вместе с нашим фитнес-инструктором. Доброе утро! Сегодня у нас будет небольшой комплекс на растяжку связок ног. Она нам нужна для того, чтобы мы меньше испытывали тяжесть после долгого рабочего дня. Данный комплекс подойдет как и детям, так и взрослым. Исходное положение. Мы уходим с вами вниз. Помним, что мы обхватили колено и с круглой спиной ушли в нижнюю точку. Далее прижимаем правое бедро к животу и с этой точки уводим ее в левую сторону. Левой рукой дожимаем бедро правой ноги, а голова уходит у нас в правую сторону, плечо прижимаем к полу. Удерживаем такое положение от 15 до 20-30 секунд. Вы почувствуете приятное растяжение в области бедра и небольшое скручивание в области верхней части кора. 3, 2, 1. Далее переводим бедро в центр, и у нас будет с вами смена. Левое бедро переводим в правую сторону. Голова уходит в левую сторону, плечо левое прижимается к коврику, и рука правая прожимает бедро левое в нижнюю точку. Далее прижимаем бедра к животу. С этого положения вытягиваем ножки вверх. Стопа натянута, колено натянуто, и мы будем проводить поглаживающее движение от икроножной до ягодицы и в обратную сторону, разгоняя кровь. Три, 2, 1. Берем себя за голеностоп. И сейчас пружинистыми движениями притягиваем бедро к животу. 3, 2, 1. Колено сохраняем прямым. Сейчас прижимаем бедро глубже и удерживаем это положение от 10 до 20 секунд. Вы, возможно, почувствуете натяжение и неприятное поддергивание. Когда вы почувствуете поддергивание, слегка натяните больше колена. Хорошо.
вернулись в исходное положение. И с этого положения коленочки сгибаем и с круглой спиной, обхватив либо правое, либо левое колено, уходим в верхнюю точку. Вытягиваем ножки прямо перед собой, стопа натянута и животом идем к бедру, обхватив стопу. Пружинистыми движениями уходим глубже в нижнюю точку. Сохраняем спину прямой. 3, 2, 1. И уходим в самую нижнюю точку для вас. Удерживаем это положение в течение 10-15 секунд. Закрываем глаза, дышим. Возвращаемся аккуратно в верхнюю точку с прямой спиной. Вытягиваемся и уходим в положение бабочка. Пятки ближе к паховым мышцам. Раскрываем бедро и пружиним. Спину сохраняем максимально прямой. 3, 2, 1. И сейчас переводим руки за спину, раскрываем грудной отдел и максимально раскрываем внутреннюю поверхность бедра и удерживаем в самом нижнем положении. Взгляд прямо перед собой, дышим. И с этого положения аккуратно собираем ножки. Выходим в верхнюю точку, группируемся, расслабляем мышцы спины. Остаемся в этом положении некоторое время. И растем позвонок за позвонком в верхнюю точку. Последний приходит голова. Три раза мы делаем движение назад плечами. Ножки шире. И делаем вдох-выдох. Вдох и выдох. И снова вдох и выдох. И у нас будет третий благодарственный вдох, выдох. Собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. Всем хорошего дня! Утреннюю зарядку не принято воспринимать всерьез, а между тем это важный фактор укрепления иммунитета. Часто возникает вопрос, кому следует воздержаться от утренней зарядки? Таких людей нет. И больным, и здоровым, и маленьким детям, и пожилым людям всем нужно с утра запустить свой организм, настроить его на рабочий лад. Если организм живой, ему обязательно нужна зарядка. О пользе физнагрузки подробнее расскажет наш доктор. Доброе утро! Регулярно выполняемые физические упражнения творят чудеса с иммунной системой. Тренировки укрепляют иммунитет в нескольких направлениях. Резко поднимают температуру тела, что помогает уничтожить попавшие в организм патогены. Такой же эффект производит высокая температура при болезни. Повышает разнообразную микробиоту кишечника, что способствует оптимальной работе иммунной системы и увеличивает число иммунных клеток. Упражнения средней и высокой интенсивности стимулируют циркуляцию противовоспалительных цитокинов, а также иммунных клеток Т-лимфоцитов, естественных киллеров. Более того, благодаря регулярным тренировкам, почти ежедневным, улучшается метаболический процесс и укрепляется защитная функция иммунной системы. Это подтверждает результаты исследований связи между физическими упражнениями и так называемой простудой. Испытуемые, которые занимались аэробными упражнениями по 5 и более раз в неделю, снизили риск заболевания простудой почти на 50% по сравнению с лицами, которые вели малоподвижный образ жизни. Те участники исследования, которые простудились и ходили на тренировки, испытывали менее выраженные симптомы. Важно отметить, что некоторые исследования указывают на развитие иммунной дисфункции из-за слишком интенсивных тренировок, которыми вынуждены заниматься профессиональные спортсмены и участники соревнований. Для формирования привычки или отказа от нее требуется определенное время. Если вы никогда прежде не занимались физическими упражнениями,
то нужно начинать с малого и постепенно добиваться устойчивых результатов. Подберите самостоятельно или с помощью опытного инструктора те упражнения, которые доставляют вам удовольствие, чтобы тренировки вызывали меньше стресса, и выполняйте их регулярно. Зарядку сделали, можно перейти и к следующему утреннему ритуалу. А это чашечка чая. Например, с бергамотом. Один из самых популярных вариантов чайного напитка Эрл Грей появился в Англии почти 200 лет назад. Бергамот – это растение из рода цитрусовых, чьи плоды напоминают сморщенный лайм. В пищу его практически не употребляют, а вот из толстой кожицы извлекают ароматное масло. О пользе его мы поговорим в рубрике «Ароматы утра». Утро доброе! С вами Эрика Сысоева, и мы продолжаем с вами знакомиться с миром эфирных масел. Сегодня мы поговорим про бергамот. Знакомый вам по чаю английский завтрак. Бергамот – единственное цитрусовое, которое выращивается только ради его аромата. Этот фрукт не потребляют. Насыщенно зеленого цвета бергамот дарит прекрасный, освежающий, красивый, бодрящий аромат. Масло бергамота с успехом используется для снятия тревоги, депрессии и нервного напряжения. Кроме ароматизации чая, бергамот используют и для парфюма. Нас же интересует его влияние на психоэмоциональную сферу. В прошлом выпуске я упоминала, что бергамот считают маслом успеха. Так почему же его так называют? Давайте разбираться. Бергамот – это масло, которое дарует энергию. Вместе с бергамотом вы всегда будете полны сил и энергии. Бергамот помогает перезагрузиться. Если у вас наблюдается застой в эмоциях, застой в делах, то вы можете обратиться с этими задачами к бергамоту. Бергамот повышает работоспособность, дарует энергию, как я уже говорила. И как мы его можем использовать? Самый простой способ познакомиться с бергамотом – это ароматизировать чай. Выбирайте хороший, гранулированный, черный, крепкий чай и сделайте ароматизацию. Капните на дно вашей банки и на крышку. И в течение нескольких дней регулярно перемешивайте эту баночку. И вы получите прекрасный, натуральный, ароматизированный чай с бергамотом. Будьте бодрыми, успешными. Увидимся в следующих рубриках. С вами была Эрика. Современный тренд на все натуральное распространяется и на ароматические масла, которые получают из растений. Польза ароматерапии, которая проводится с помощью таких летучих веществ, была известна еще в древности, а в наши дни получила научное подтверждение. Но случаются аллергические реакции. И это только кажется, что аллергия – это безобидный недостаток в организме человека, который устраняется таблетками. Зачастую это довольно серьезная проблема, значительно ухудшающая качество жизни. В нашем сюжете мы собрали лишь несколько примеров неприятного заболевания у наших знаменитостей. И первым нашу строчку открывает Гарик Харламов, у которого, как оказалось, имеется аллергия на яйцо. Знаменитость как-то в одной из своих выпусков вместе с Павлом Волей признался, что у него аллергия на яйцо. Как-то Павел Воля пригласил на свое вечернее шоу пензенского комика и друга Гарика Харламова. Тогда Воля предложил коллеге заняться всем, что так любит бульдог – пошутить и поесть. В специальном конкурсе, где Гарик должен был в качестве наказания отведать необычные блюда, ему попалась клубника с майонезом. «Это ж майонез», с разочарованием констатировал Харламов. Оказалось, что у Харламова аллергия на яйца. Но об этом друг, оказывается, и не знал. Зато теперь все знают. Еще больше расстроился Харламов и поделился печальным опытом. Их добавляют практически во все. Съешь трубочку с кремом, а потом распухаешь.
На второй строчке у нас Юлия Хлынина и «Рыба». Восходящая звезда российского кино и сериалов «Деулянт», «Елизавета», «Лед 2» или «Звоните Ди Каприо», Юлия Хлынина помимо астмы заполучила еще и пищевую аллергию. Перечень запретных продуктов, к сожалению, приходилось выяснять опытным путем. У меня пищевая аллергия, в особенности на рыбу, морепродукты. Я их никогда и не ела. Была отчаянным мясоедом, но лет в 18-20 начала встречать людей, которые аккуратно и неагрессивно рассказывали о вегетарианстве питании, поделилась актриса. В итоге Хлынина стала вегетарианкой, но и это не уберегло ее от угрозы гибели в 2018 году, когда предупрежденный о непереносимости Юлии сои бариста плеснул в кофе соевого молока и отправил актрису в глубокий нокаут. Далее у нас Дэниел Рэдклифф и Никель. Звезда фильмов о Гарри Поттере прямо на съемочной площадке с удивлением выяснил, что страдает аллергией на никель. Казалось бы, ну где это можно заработать? Не на рудниках же рос англичанин. Но в том-то и коварство аллергии. Оно возникает когда угодно и у кого угодно. Во время работы над первым фильмом про Гарри 12-летний актер вдруг заметил необычные отеки вокруг глаз, там, где обычно носил очки. Сначала подумали, что это след от окуляров, но когда красные пятна и опухлость начали разрастаться, в дело включились врачи. Они-то и выяснили, что виновата оправа очков, покрытая никелем. Словно тяжелый крестраж, очки разрушали здоровье Дэниела, и ему подобрали оправу из гипоаллергенных металлов. Дрю Берримор, чеснок и кофе. Раньше американская актриса страдала редкой формой аллергии. У нее была пищевая непереносимость чеснока. А поскольку это частый компонент в приправах и маринадах, Дрю Берримор приходилось быть очень осторожной. Об этом актриса рассказала еще в 1997 году. С тех пор Берримор, как и многие другие люди с аллергией на продукты, переросла свой недуг. Кроме того, женщина чувствительна к укусам пчел, парфюмерии и кофе. Холли Берри и креветки. Актриса выявила у себя пищевую непереносимость креветок, лобстеров и крабов. Подобные аллергии относятся к одним из сильнейших. Острую реакцию может спровоцировать даже прикосновение к моллюскам или их запах. Холли всегда носит с собой инъектор с адреналином на случай внезапного анафилактического шока. Самое безобидное, что вызывает этот вид аллергии, это тошнота, диспепсия, боли в желудке и сильнейший кашель. Интересно, что аллергия Берри никак не связана с реакцией на рыбу, ведь ее актриса употребляет. Виктория Дайнеко и кошки. Сильнейшая аллергия с раннего детства мучает Викторию. Однажды она провела ночь в обществе кошек, что наутро вызвало воспаленные трещины на губах будущей певицы. Кроме болезненной реакции на шерсть животных, Дайнеко совершенно не переносит пыль и практически все моющие средства. На календаре 7 августа. Сегодня отмечается Международный день холостяка. Это неформальный праздник, посвященный неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Есть у него и второе название – День одиночек или День одиноких сердец. Считается, что День холостяка ведет свою историю из Китая, страна, которая является лидером по перенаселению и вынуждена решать проблемы демографического характера. Но там он отмечается 11 ноября и имеет свои традиции. А поскольку не только в Китае люди хотят или могут иметь семью, и одиноких людей много в разных странах, поэтому неудивительно, что желающих отметить подобный праздник по всему миру предостаточно. Хотя в большинстве своем общество негативно воспринимает холостяцкую жизнь, но реалии жизни показывают, что современные мужчины и женщины, в отличие от своих предков, не спешат связать себя узами брака. Они предпочитают семье сначала карьеру, учебу, ну а потом уже свободу. Поэтому цель праздника – показать, что быть холостяком не обязательно плохо или одиноко. Ведь этот период может быть поводом для личного роста, саморазвития, веселого времяпрепровождения и создания новых знакомств. О знаковых событиях этого дня узнаем далее. На календаре 7 августа. Сегодня День службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. По народному календарю в этот день чествуют святую Анну, мать Пресвятой Богородицы, бабушку Иисуса Христа. Анна, хотя и носила на Руси прозвище Летней, считалась зимоуказательницей. По приметам этого дня судили о том, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники на Анну. Этот день в истории. В 1525 году в Новодевичий монастырь торжественно перенесен образ Богоматери Адигитрии Смоленской. В 1565 году русский первопечатник Иван Федоров приступил к изданию «Часовника». В 1714 году русский флот одержал первую в истории крупную победу над шведами в ходе Северной войны.
В 1720 году во время Северной войны русский флот одержал победу над шведской эскадрой у острова Грингам. В 1803 году началось кругосветное путешествие парусных шлюпок «Надежда» и «Нева». В 1870 году Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас». В 1941 году в этот день летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран. А в 1887 году американка Лин Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию. Также в этот день исполняется 75 лет со дня обнаружения Вилюйской партии, руководимой геологом Фанштейном, первого якутского алмаза весом около 5 миллиграммов на косе Соколиной по реке Вилюй на территории Западной Якутии. В этот день родились Константин Случевский, русский поэт, прозаик, Федор Шехтель, русский архитектор, живописец, сценограф, Мата Хари, танцовщица, куртизанка голландского происхождения, известная шпионка. В этот день также родилась Надежда Дмитриева, журналист, заслуженный работник культуры, отличник культуры, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Никифорова Кюльмнюря в области журналистики. В 1954 году родился также Валерий Казаев, советский футболист, российский тренер, призер Олимпийских игр. Именины сегодня отмечают Александр, Анна, Ираида, Макар и Николай. Сегодня день Анны Летней. Нельзя в этот день пересаживать комнатные растения, поскольку они могут пропасть. А вот пересадка растений на огороде очень даже приветствуется. На новом месте они станут крепче и сильнее. Сегодня каждый садовод-любитель старается найти различные способы увеличения своего урожая. Наш эксперт Иннокентий Федоров поделится секретом выращивания огурцов, которые помогут вам получить небывалый урожай этой культуры. Как правильно обрезать стебли огурцов? Огурцы, они дают боковые стебли же, стебли, ветки первого порядка, так называемые. И вот как правильно их обрезать. Очень просто на самом деле. Просто надо заострить свое внимание и стараться в себя впитать информацию, да? Впитать правильно. До 30 сантиметров высотой, да? Вот пошла ветка. Пошла ветка. Имеется огурец, да? Имеется огурец. Оставляем один лист. Один лист он имеется, да? Вот он. И прямо обрезаем. Один лист, один огурец. А мы же тут огурчики обрезали. Да. Это ничего. Ничего? Ага, это ничего. Так должно быть. Ага. Вот, до 30 сантиметров, да? Выше 30 сантиметров, до 60 сантиметров. Оставляем 2 огурчика, 2 листа. И обрезаем смело. Вот. Следующая веточка. Ага. Следующая веточка. 2. Вот этот основной огурец около главного стебля, он засох. Оставляем здесь 2 огурчика. Они близнецы, да? С одной пазухи поднялись. Обрезаем. 2 огурчика и 2 листа. Раз, 2. Раз листочек и 2 листочка. Очень просто. 60 сантиметров. 60 сантиметров и выше, да? Выше. Оставляем по 3 огурчика. 1 огурчик, 2, 3. Это будем второй считать. И обрезаем. Видите? Очень просто. До 30 сантиметров 1 огурчик, 1 лист. От 30 до 60 2 огурчика, 2 листа. От 60 до и выше 3 огурчика. И обрезаем. Все. И так далее, так далее. 3 огурца, идем высоко, до самого конца. Иннокентий Павлович, таким образом, что мы повышаем урожайность? Таким образом мы повышаем урожайность. Для чего мы купируем, да, эти стебельки? Просто у нас лето короткое, да? Лето короткое, все ограничено, и чтобы они успели вызреть,
по всей России это применяется. По всей России применяется. И на все, на все эти плодики, да, на все огурчики энергии одного растения не хватает. Мы помогаем растению сформировать хорошие выполненные такие огурцы. И мы вновь передаем слово нашим коллегам, которые подготовили самые последние новости о том, что произошло в нашей республике и за ее пределами. Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей. Порядка 40 тысяч якутян улучшили жилищные условия по республиканской адресной программе переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил министр строительства республики Виктор Романов. До конца 2025 года должны быть расселены порядка 47 тысяч человек из более 900 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день расселено почти 40 тысяч человек из 730 тысяч квадратов. Программа исполнена почти на 80%. Часть переселенцев получила новое жилье, остальные средства на улучшение жилищных условий. Чем выше зарплата, тем больше пенсия. С начала августа в республике проведен беззаявительный перерасчет пенсии. Индексация коснулась свыше 90 тысяч работающих пенсионеров. Также увеличение коснулось пенсии по потере кормильца. В связи с принятыми изменениями все виды страховых выплат, включая пенсии по инвалидности и потере кормильца, проиндексируют вне зависимости от трудовой деятельности. Первая индексация пенсии произойдет в феврале следующего года автоматически. Кроме того, с 2025 года возобновится индексация пенсий всех работающих пенсионеров, которая не проводилась с 2016 года. Индексация будет применяться к сумме пенсии с учетом повышений за 2016-2024 годы. Это период, в котором индексация пенсий для работающих пенсионеров фиксировалась, но не выплачивалась. По программе перевооружения республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медпомощи обновляют оборудование. При поддержке главы Якутии Министерства здравоохранения республики на первом этаже закуплена техника для нужд операционного блока анестезиологов и реанимации. Получено и запущено в работу 38 единиц оборудования по 16 направлениям на общую сумму в 243 миллиона рублей. Было приобретено высокотехнологичное оборудование. Это микроскоп нейрохирургический последней модели, Кинова 900, эндоскопическая стойка Карл Шторц и навигационная система Stall Station S8 фирмы Medtronic. Ну, сейчас вот идет предоперационная подготовка пациента с опухолью головного мозга. И мы будем использовать навигационную систему Stealth S8. Более 480 абитуриентов зачислены в СВФУ. Первые приказы о зачислении абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, на места в рамках отдельной особой целевой квоты изданы 30 июля. Всего 481 абитуриент зачислены в ВУЗ. Так, по итогам зачисления без вступительных испытаний поступило 28 абитуриентов. По отдельной квоте 119, по особой квоте 128, по целевой 207. Информация о зачислении отображается в госуслугах и в личном кабинете абитуриента СВФУ. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. В четвертом магазине расположен отдел коллекционных вещей, каждая из которых принадлежит разным владельцам и имеет свою историю. Среди старинных вещей можно заметить советских солдатиков. Подробнее далее. Сегодня я хотел бы вам рассказать про детские игрушки, которыми играли мальчики. Вот. Это египтяне. Они выпускались Донецкой фабрикой игрушек в 80-е годы. Вот. Также тут представлены еще оловянные солдатики моряки. Их производил Ленинградский завод имени Куйбышева. Данными солдатиками в основном играли мальчики, потому что эти солдатики военные, они с ружьями, копьями, автоматами. Вот. До нашего времени
сохранилось именно новых экземпляров очень мало, потому что дети ими играли, некоторые, конечно, кусали. И до нашего времени многие солдатики уже идут с отломленными копьями, ногами уже, ну, жизнь их, как говорится, побила. Солдатики выпускали из разных материалов. Например, вот эти Донецкая фабрика выпускала пластмассовые были. Ленинградский завод Куйбышева выпускал оловянные солдатики. Также были солдатики резиновые. Вот. Сейчас в данное время уже производят оловянные солдатики, но новые уже. В данное время уже, наверное, не встретишь детей, которые играют солдатиками. Уже как-то не актуально. В основном сейчас дети в основном перешли на гаджеты. Вот. Так что только такие остались у коллекционеров. В летнее время, в особенности нахождения на природе, либо за городом, мы нередко подвергаемся укусам насекомых. После укуса различных насекомых могут возникнуть разные проявления. От незначительного местного покраснения на коже, как крапивница, сыпь, отек, опухоль, до более сложных системных аллергических реакций, таких как анафилактический шок. Большинство случаев не представляют угрозы для здоровья и жизни пациентов. Однако, если после укуса ухудшается самочувствие, необходимо обратиться к специалисту. И сегодня у нас в гостях врач-дерматовенеролог первой категории подросткового кабинета Юлия Золотарева. Юлия Александровна, доброе утро. Доброе утро. Ну, вроде бы такая примитивная тема. Укус комара, будь то укус мошки, да? Но вообще иногда мы даже не понимаем, как они должны выглядеть, и мы можем спутать. Вот давайте все-таки поговорим про правильный укус комара. Как он выглядит? Ну, начнем с того, что людей кусают только самки комаров. У самки имеется длинный хоботок, который протыкает кожу, сбрызгивает слюну и всасывает кровь. Значит, человек реагирует как раз именно на эту слюну. То есть какие симптомы могут быть? Это, конечно, может быть появление волдырей, которые появляются через несколько минут после укуса, отек, зуд обязательно и покраснение или гиперемия называется. А если укус произошел на коже, где она богатая кровеносными сосудами, то, конечно, могут появляться такие темные пятна, как синяки, похожие вот на синяки. Также, конечно, некоторые люди, они более легко реагируют на укус, а некоторые сильнее. То есть у некоторых более сильная симптоматика появляется, более обширные волдыри, большие, с отеком и сильным зудом. А почему же нам вот с детства говорят не чеши, вот место укуса комаров? С чем это связано? Да, желательно не чесать все-таки высыпание, потому что туда может попасть инфекция. То есть инфекция может быть разная. Это может быть местная бактериальная инфекция, называется импетиго, пиодермия. То есть когда появляются гнойные корочки на высыпаниях, уже более отечные. Конечно, они зудят очень сильно. И еще больше чешут, и все больше инфекцию распространяют по телу. Значит, если инфекция проникает более глубоко под кожу, то уже более такие серьезные заболевания бывают, как целлюлит, например. То есть это воспаление уже кожи глубже. Получается, кожа горячая на ощупь, плотная, болезненная и напоминает апельсиновую корку. Но это еще не самые сложные последствия. Бывают такие последствия, как лимфагит. Значит, это уже когда воспаление идет по лимфатическим каналам, более серьезное, и даже может быть такое осложнение, как сепсис. То есть, когда инфекция попадает в кровоток и получается заражение крови. Вот не так все просто. Не так все просто. Но а в идеале вот сколько должны заживать укусы комара? Ну вот мне кажется, день-два это нормально. А вот если там неделю и у тебя до сих пор это пятнышко, стоит ли бежать к врачу? Вообще обычный укус, он проходит в течение 3-4 дней. А если уже воспаление присоединилась и инфекция, то тут может быть очень долго, неделя, даже месяц и более, особенно у кого снижен иммунитет, у детей, например, тоже. Переходим тогда к мерам профилактики либо лечению. Вот нужно ли лечить вообще укусы комара, потому что бабушки начинают какие-то нетрадиционные методы, мамы начинают доставать различные мази и крема, да, алоэ и так далее, так далее. Вот с точки зрения все-таки медицины, как помочь себе? Ну, во-первых, надо обязательно вот защитить себя. То есть
Если у нас планируется прогулка в вечернее время, в лес, например, обязательно нужно помнить о том, что одежда должна быть закрытая, рукава, брюки, закрытая обувь, также использование репеллентов. Это как бы защита от комаров. Да. Если все-таки укус произошел, то, конечно, в принципе, в домашних условиях можно использовать такие препараты с алоэ вера. Да, в принципе, можно. То есть это снижение воспаления, зуда. Можно также использовать средства с ментолом. То есть это тоже отвлекающий маневр такой, и зуд снимает. Если медицинские препараты, то, конечно, это гели и эмульсии с антигистаминными компонентами, например, тот же фенистилгель. И также препараты на основе каламина, оксида цинка или ментола того же. Но если острая воспалительная реакция, то мы подключаем уже внутрь антигистаминные средства. А с какого возраста можно уже пользоваться подобными медикаментами, да, потому что все-таки можно прям с маленького детского возраста до 2 лет можно спокойно на основе каламина средства использовать и оксида цинка. С 2 лет уже можно, в принципе, подключать любые другие. А вот средства. вы говорите ментол, да, то есть это достаточно такое популярное, да, средство. Если, то есть, зубной пастой можно даже помазать? Ну нет, лучше не стоит. Не стоит. Это специальные средства есть, да, после укусов комаров именно они идут с ментолом, лучше их использовать. Хорошо. Но, в принципе, если защитить себя заранее, проблем не должно быть. Но если возникают, то надо все-таки помогать, да, если вдруг это что-то серьезное. Но зачастую ведь мы просто ждем. Можно подождать. Но если вот такие редкие случаи, когда более обширное поражение, то, конечно, либо лучше подключать медицинские средства, либо уже обращаться к врачу за помощью. Юлия Александровна, спасибо большое за подробную информацию. Мы благодарим вас за то, что посетили наш утренний эфир. Ну и надеемся, что нашим телезрителям эта информация пригодится. Ну и, собственно, дай бог, чтобы все-таки эти насекомые нас как-то обходили стороной. Ну а вообще комары, мухи, жуки, пауки, бабочки и прочие насекомые, многие ведь их боятся и недолюбливают. Большинство из них, конечно же, зачастую портят нам жизнь. А ведь они очень часто вдохновляли и вдохновляют ювелиров на создание потрясающих украшений. Украшения с насекомыми были популярны еще в Древнем Египте. Вообще украшения – это обязательный атрибут полноценного образа. Без них образ кажется незавершенным. Все время чего-то не хватает. А вот как и с чем носить – это вечная дилемма. Доброе утро, меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шопер. И сегодня мы поговорим про самую интересную тему. Мы поговорим про украшения. На пике популярности, конечно же, цветные камни. Особенно хороши в весенний и летний сезон, когда нам хочется как-то выделиться, посверкать, посиять. И я предлагаю вам не бояться этих украшений в будние дни. Миксуйте их с базовыми белыми футболками, с топами, свитшотами. И классно, когда вы носите их с какими-нибудь спортивными вещами, а добавляете женственности с помощью таких вот аксессуаров. Вы, кстати, можете миксовать оттенки, например, родственные, зеленый с золотистым, с бежевым, как мы сделали здесь, бирюзовый. То есть всяко разно. Выбирайте те камни, которые вам подходят. Оттенки, вот, например, мне жгучие брюнетки подходят темно-синие цвета, а на Кристине подошли такие нежно-зеленые, бирюзовые, с каким-то золотым оттенком. Ну вот здесь серьги, смотри, какие классные. Здесь замешаны разные оттенки. И, кстати, это тоже подсказка, что вы можете миксовать со всеми этими цветами. Они могут быть и в одежде, в сумке, в обуви, либо же в других аксессуарах в виде кольца, браслета или того же самого колье. Смотрите, как классно миксовать кольца разных форм, разных оттенков и носить их не на безымянном, да, а может быть на указательном, на мизинце. То есть тут уже на вашу волю, на вашу фантазию сейчас дозволено абсолютно все. Мы нарушаем все правила и стандарты. Ну а здесь у нас колье уже в минималистичном стиле, которые классно миксуются и успокаивают более яркие украшения в виде сережек и колец. Поэтому они всегда будут уместны и всегда спасут вас. Не бойтесь украшать себя, экспериментируйте, миксуйте, находите свое любимое, экспериментируйте с цветом, с разными оттенками. Ну а самое главное, наслаждайтесь этим. А мужчины, вы балуйте своих женщин, покупайте самые красивые украшения для самых красивых женщин. Совсем скоро на телеканале «Якутия-24» стартует 2-й сезон одного из самого популярного и любимого телезрителями проекта. Внимание на экран.
Да, действительно, второй сезон «Городских девчат» уже совсем скоро. Следите за нашими новостями на телеграм-канале «Утро Якутии». Мы обязательно сообщим, когда этот проект уже выйдет в эфир. Но и вообще наблюдайте за нашими новостями телеканала «Якутия-24», потому что новые проекты – это не только «Городские девчата», но еще у нас очень много интересного подготовлено для вас, дорогие телезрители. Я думаю, новый сезон будет интереснее, красочнее, и вам будет, знаете, довольно-таки приятно находиться с нами. Ну а тем самым мы хотели бы призвать всех быть активнее. Если вдруг вы хотите стать участником какого-либо проекта, либо участником просто вот утреннего эфира, вы можете смело написать нам на наш телеграм-канал, и мы свяжемся с вами. А возможно, среди ваших знакомых есть очень интересные герои для наших сюжетов. Мы также будем рады обратной связи. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Возможно, и вы станете участником наших эфиров. Вот таким было утро этого дня. Мы напоминаем вам о том, что каждый день в 7:00 на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха» мы работаем для вас. «Утро Якутии» старается сделать не только утро, но и весь ваш день позитивным, добрым и информативным. Увидимся уже завтра в это же время на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Всем доброго утра и прекрасного, хорошего рабочего дня.